Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, xayrli kishlar, qadrli do'stlar, millatdoshlar. Доброго времени суток, дорогие друзья, соплеменники, соотечественники и все, кому интересно то, что мы говорим, и кто готов присоединиться к тем посылам, которые мы вместе с вами посылаем, отправляем и формулируем для освобождения наших народов. Сегодня будем говорить с Булатом Сайфетдиновым, с нашим сородичем и человеком, с которым мы проходим этот сложный, но необходимый путь. Булат бей, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, хайрлы кишлар. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху, Русланбек, Русланбей, кадрлі фикрдашларыбыз, милләттәшләребез, дусларыбыз, все подписчики канала Татар Шурасы. Нужно, наверное, отметить, да, что канал Татполит переживает некое такое перерождение, да, ребрендинг. Теперь это Татар Шурасы, цели которого описаны в описании канала. Это независимый институт свободных татар, представительный институт, который ставит своей глобальной задачей отстаивать интересов татар, свободы татарской нации, прав на существование в исторической перспективе и развитие. Всех призываю подписываться на канал Татар Шурасы, ставить лайки, пересылать ссылки всем своим единомышленникам, друзьям, знакомым и параллельно пользоваться, если кто находится в странах наподобие России, где интернет блокируется, на VPN поистине. Всем добрый вечер, хайрлы кичлер. Да, Рахмат Булатбей, спасибо, что сказал. Действительно, канал Татполит и движение Татполит сейчас трансформировалось в то, что называется Совет Татар, Татар Шурасы. В описании действительно все это обозначено. И мы проанонсируем, что в воскресенье, 12 октября, в 12 часов по центральноевропейскому времени, в 13 по Москве, Казани, Стамбулу, Грозному и Махачкале, состоится конференция, онлайн-конференция научная, посвященная Дню памяти Дню памяти защитников Казанского ханства, то, что у нас называется Хатыркина, День поминовения. Это действительно очень важный трагедийный день в истории нашего народа и тюрков-мусульман. После этого начинается череда агрессий Московии против наших народов, против наших даулятов. И, естественно, мы должны понимать, чтить и оценивать те события, и в том числе для того, чтобы сделать из этого соответствующие выводы и не допускать ошибок прошлого, как говорится. Обязательно подключитесь, ссылочка будет, будут и ученые из Соединенных Штатов, вот наш прославленный ученый Юлай Шамиль-Оглу, это американский татарин, он там родился, работал профессором университета Висконсина, сейчас работает в Казахстане профессором. Булат бей будет соответствующий доклад и другие, то есть по разным темам: Магариф, Магрифат, Тарих, Дин, Хазарге, Уазветне, Чалдарбас, ну и так далее и тому подобное. Обязательно присоединяйтесь, и, собственно говоря, это станет и первым нашим мероприятием в рамках Совета Татар, который объединяет татар, начиная от Австралии, заканчивая Канадой. Кстати говоря, представители этих стран тоже будут на конференции выступать своими докладами. Так что таянып, дуслар, бізге келегіз, мөрәжәғат етегіз, қушылығыз кім айтмышли. Бітін контактларыбыз бар. Мы сейчас будем расширяться, создавать и сайты, и соответствующие другие вещи, ну и работать в поле, проводить разные мероприятия, формировать дискурс нашей свободы, суверенитета нашего Татарстана. И, конечно, деколонизационная повестка и прочее обязательно будет включена. И берега, шулай, шлярга, ясса.
Итак, в общем, такое отступление, оно было необходимо, потому что мероприятие важно, и наше начинание, сіздің хайыр дұғада, сіздің хайыр фатиха білән, Алла берса, бұл ұлық һәм жеңіл болмаған юлна Алла берса, кешірербіз, узарбыз. Итак, Булатбей, в общем, тема-то, она понятная, она очевидная, она так или иначе нами с тобой на вилы дискуссии поднимаемая. Возможно, агрессия, всесторонняя агрессия Московии против Татарстана. Вот мы с тобой сейчас проговорили тему Хатыркина. Это как раз те события октября 1552 года. Хотя, конечно, этим не закончилось. Защитники Казанского ханства сопротивлялись и еще несколько лет. В их числе были и башкорты, и марии, и сувары, чуваша, черемисы, да, и Эрзи, и Мокши. Это вот, собственно, такой интернационал, которые боролись за свои земли. И вот сейчас мы подошли к тем же самым, по сути говоря, рубежам, когда агрессия Московии, да, она может быть вот не прямая, там, что называется, с пиками, с танками, но суть от этого ведь не меняется. Как бы ты охарактеризовал сегодняшнее состояние отношений Московии с Татарстаном и с другими республиками? Спасибо, Рахмат, что называется, за этот такой comprehensive, да, всеобъемлющий вопрос, Русланбей. Дело в том, что нужно начать, я вот думаю, вот с чего. Для чего мы и организуем вот этот вот институт, этот независимый институт свободных татар, Международный институт татар-шурасы, так как... Или, я извиняюсь, нужно сказать, что кто не владеет татарским языком, что это Совет татар мира, или по-английски Tatar Council, да, то есть татарский совет, так скажем. Так, на наш взгляд, по нашему глубочайшему убеждению, должен существовать такой институт, в состав которого входят свободные, действительно свободные татары, представляющие татар всего мира. Это профессора, ученые, доктора философии, кандидаты доктора наук, так скажем, политики, общественные деятели, историки и многие-многие наши соплеменники, скажем так, наши братья, соотечественники, которые горят идеей того, что татарское, вот это начало, татарская нация должна быть сохранена, так как неминуемо ей при следовании текущему курсу может угрожать исчезновение в ближайшей исторической перспективе. Почему? Потому что даже вот на примере событий самого последнего времени мы видим, что происходит. Да, это много раз освещалось на нашем канале. То, что в Казани проходит крестный ход под предводительством патриарха Гундяева. При этом ведь есть даже фотографии, где видно, что они несут все эти иконы, кресты и так далее, прямо в фоне мечети Кул-Шариф. То есть это показное такое действие, которое показывает, целью которого является продемонстрировать, что мы над вами, так скажем, вы никуда не денетесь, вы ничего не сделаете, у вас нет воли, там, суверенитета и так далее. Это, по сути дела, есть акт моральной, духовной агрессии. Пусть не агрессии танками, ракетами, пока дронами, БПЛА и так далее, но это акт глубочайшей моральной и духовной агрессии. Я бы сказал, психологического давления, да, на всех татар, тюрок, мусульман и так далее. При этом Хатыркене, он же запрещен, проведение Хатыркене в Казани. Мы это знаем в Татарстане, поэтому мы и проводим, на самом деле, эту онлайн-конференцию в интернете, где никакая, скажем так, рука ни патриарха Гундяева, ни Кремля, Путина и всех его сподручных не может дотянуться, так скажем. Плюс ко всему, на фоне вот прям буквально недавней победы Минниханова на выборах, прошедших выборах,
его правительство, его власть, она никак абсолютно не сопротивляется даже на словах, по большому счету, происходящему прессу со стороны Москвы на Татарстан, на татар. И поэтому, по большому счету, мы понимаем, что это правительство, минихановское правительство, татарстанская власть, оно никак не отражает суверенную волю народа и не защищает свободу и права татар, и политическую волю татар. Поэтому и является актуальной проблемой, действительно актуальным и насущным вопросом создания вот такого представительного органа Татар-Шураса, Татар-Каунсил, Совет татар мира, который бы, включая в себя наиболее, скажем так, образованных, значимых, известных людей, так скажем, ученых, общественных, политических деятелей, боролся бы за свободу и независимость татар, так как никто, кроме нас самих, за нас это не сделает. И мы видим, что татарстанское правительство исполняет роль исключительно губернатора Москвы на территории, которая сейчас называется Республикой Татарстан, да, пока. Де-факто, по всей совокупности предпринимаемых Москвой действий, можно утверждать, что фактически республика ликвидирована. Она есть на словах, конечно, де юре она существует, но по факту никаких признаков суверенитета не осталось. Даже, извиняюсь, такая символическая вещь, да, Союз татарских писателей, и тот был ликвидирован и присоединен к Союзу писателей России насильственно, который, кстати говоря, этот Союз писателей России возглавляет псевдоисторик с украденной диссертацией Мединский, который, что он написал, я правда не знаю, как бы я думаю, вряд ли, наверное, чат GPT напишет что-то более гораздо умное и всеобъемлющее, нежели этот прохиндей Мединский. Плюс ко всему, мы в этом году очередной удар пережили и переживаем в отношении нашего языка, когда, опять-таки, было запрещено преподавание татарского родного языка в школах Татарстана, в младшей школе, снижен до 1 часа, до 45 минут школьного часа, скажем так, в неделю. По сути дела, это акт движения по отношению к татарской нации со стороны Москвы, со стороны путинской власти. И никак иначе интерпретировать такого рода действия, такого рода акты нельзя, на мой взгляд. Это акт прямого унижения. Опять-таки, акт психологического давления, морального, духовного истребления, скажем, нашей нации, нашего татарского народа. Помимо вот этого крестного хода, ликвидации Союза татарских писателей и очередного акта агрессии по отношению к татарскому языку, буквально недавно, да, тоже освещали наши коллеги на нашем канале новость о том, что помощником Миниханова был назначен генерал Лапин, который был уволен из армии за то, что проиграл много сражений на украинском фронте, и его, видимо, решили отправить стучать и полностью как бы контролировать Татарстан. Я не исключаю, на самом деле, Русланбей, то, что в ближайшем будущем вот такого рода, как Лапин, ставленник, может стать прямым генерал-губернатором Москвы по отношению к Татарстану, в Татарстане. Поэтому, с одной стороны, совокупность всех вот этих действий Москвы, которые, еще раз повторяю, помимо как актами агрессии, психологической, пока духовной, моральной агрессии, никак назвать нельзя, интерпретировать нельзя, происходит что параллельно? Параллельно, я думаю, они дают понять то, что в случае какой-то критической ситуации, коллапса Российской Федерации, они дают такие некие четкие сигналы, то, что они будут действовать жестко и бескомпромиссно. Я имею в виду Москва, федеральный центр. Вплоть, естественно, до
какой-то такой военной агрессии. Поэтому они специально запугивают население, нацию, чтобы люди, так скажем, находились в состоянии перманентного страха. Но тем не менее, мы видим, мы слышим, и как бы постоянно поступают тоже достоверные источники нам информации о том, что общий потенциал недовольства, протеста среди нерусских представителей России, в том числе татар, населения жителей республик Северного Кавказа, Башкортостана, он тоже неуклонно растет, этот протестный потенциал. Поэтому как бы вот и одной из задач нашей организации Татар-Шураса как раз-таки должна быть, я думаю, такое, знаешь, регулирование и оптимизация, скажем так, вот направление вот этого протестного потенциала в нужное русло, для того, чтобы он не был стихийным и бесполезным и разбит федеральным центром, а для того, чтобы этот протестный потенциал со временем трансформировался в некий результат, нужный нам, татарам результат. Татарам и другим нашим братским и по этнической, скажем так, этническому происхождению, и по религии, и по общей судьбе в этой Российской Федерации народом. Вот я думаю так, поэтому есть и очень негативные события, которые свидетельствуют о том, что Москва, фактически проиграв и проигрывая украинскую войну, выбрала себе нового врага. И этим врагом являются как раз-таки мусульмане, тюрки и кавказцы Российской Федерации, в том числе татары, естественно. Поэтому единственное, что мы можем сделать, и это самое важное и ключевое, это мобилизовываться, развиваться и противостоять этому прессу. Потому что этот джиггернаут, да, или левиафан под названием московская власть, Кремль, Путин, они ненавидят слабых, и мы видим, как они ведут себя со слабыми, и только сила, отпор и воля способны как-то, скажем так, помочь нам в противостоянии этим, извиняюсь, после всех этих слов скажу сволочам, да, плохое слово употреблю. Ну вот такой вот ответ, общий ответ, Руслан Бей, на твой вопрос. Рахмат, спасибо, Булатбей, за твой очень правильный и, я бы сказал, острый анализ того, что происходит, потому как если мы не дадим не поставим правильного диагноза, лечить будет очень тяжело. Здесь ты прав, здесь надо посчитать, посмотреть, до какого состояния мы себя довели. Вот в чате пишут, я вижу, что действительно нам не хватает татарского духа, татаруха. Я абсолютно согласен с этим. И могут сказать некоторые, что это вещь какая-то эфемерная. Ничего не эфемерное. В конечном итоге дух – это все. Потому что дух, в общем, это дух сопротивления, это дух борьбы, это дух стремления. Если у тебя его нет, то все остальное, оно, к сожалению, не в счет. Особенно вот в такие экстремальные периоды, в котором мы сейчас оказались. Ведь пляски, сабантуи, башмаки и так далее, всего этого предостаточно. И Татарстан этого производит в огромных масштабах. Как говорил один французский философ Жиль Делез, это, в общем, фабрика по производству микрожеланий. Вот они производят, а мы видим, что от этого-то лучше не становится, миллят от этого-то не цветет. Тельбета, Халак, Торкала, Республика, Югала, все, в общем-то. Соответственно, надо менять вектор, надо, собственно говоря, вспомнить и славное воинское прошлое. Потому что,
наши предки контролировали самую большую территорию в мире за всю историю. За всю историю. Если бы они руководствовались одними чак-чаками и плясками и танцами, я думаю, что они бы, в общем-то, из той территории, в которой они жили, они бы далеко не ушли. Но нас пытаются сейчас вот переформатировать, как ты правильно сказал, перепрошить. И уже откровенные нападки. Вот да, вот эти крестные ходы. Хатыркина запрещен. То есть это день поминовений. Это наша история. Нет, запрещают. Как это было ранее. Самый лучший, это же сказал в свое время Ян Амелин. Самый лучший татарин – это крещеный татарин. Отказавшийся от языка, отказавшийся от дина, отказавшийся от своих предков, от своих корней. Вот Манкурт. Вот Манкурт – это лучший татарин. Да, вот самый нормальный. Вообще, таких вот много мы видим и во власти, и они в почете, потому что они служат, но потом их выкинут, конечно, за ненадобностью. Предателей нигде не любят, как известно. Ну и, собственно, ты упомянул Мудинского, я его так называю, уж извините, по-другому охарактеризовать это тяжело. У него есть книги, я их читал, это страшное безобразие, но я знаю, кто им писал диссертацию. Так вот, в книге, которая называется, сейчас скажу, «О русском рабстве, грязи и тюрьме народов. Мифы о России». Я это уже прочитал. В свое время мы это выложили в телеграм-канал Татар Шурасы. Обязательно подпишитесь, ссылка там у нас есть сейчас. Он пишет: к сказанному можно добавить еще одно. Цитата это. «Никакой другой народ не воспринимался в народном сознании русских страшнее и хуже, чем татары. А также нету в народной памяти такого же беспощадного сосальщика дани, насильника и убийцы». Это татары. Дальше. Упоминая взятие Казани и Крыма, Мединский называет случившиеся победой над погаными, то есть мы поганые, борьбой сил добра и зла. Вот. Они же не церемонятся. Они прямо говорят, что они думают. А мы все вот играем в толерастию и так далее. Ну сколько можно в это играть? Собственно, уже все, отступать некуда, как говорится, и Казань просрали, и Сибирь просрали, Сибирь и так далее и тому подобное. Но нет, еще вот хотят отступать. Соответственно, мы должны, как ты правильно сказал, с нашими братскими народами, соплеменниками по борьбе с тюрками, с мусульманами, с братьями-кавказцами сформировать единый фронт сопротивления. Потому что в этом случае они ничто не смогут с нами сделать. Как бы они там ни пыхтели, ни кряхтели. Вот я тут делал разбор интервью Ткачева, или Ткачук, или Ткачев ли. Ну, это лидер русской общины. И он же там все беды на нас прокидывает. Русские умирают, мы виноваты. Русские пьют, мы виноваты. Мы их заставляем. Мы их убиваем, мы их отправляем в Украину умирать. То, что вы не рожаете, что мы виноваты, что ли? То, что вы как бы являетесь холопами, мы что ли виноваты? Вы же любите холопство, это и есть ваша традиционная ценность. Но в это холопство нас не засовывайте, нас не вовлекайте. Мы не были крепостными, татары же не были крепостными. Были государственные крестьяне, да, но крепостными не были. Кавказ не был крепостным, мы не были, Сибирь не была крепостным. А они были вот вся центральная Москва, это болотистое место. У них вот это вот в сознании, это крепостной сидит. Теперь это называют аккуратным словом традиционной ценности. И все. А когда мы говорим, давайте мы тоже за свои традиционные ценности, мы тоже хотим создать татарскую общину. Тут начинается вой на болотах. Экстремисты, террористы, туранисты, аль-каидовцы и т.д. и т.д. Это она по списку и пошло. Вот это вся истерика. Но меня вот что волнует, подрядствую. То, что слишком размягчились наши. Как бы вот все подстроится как-то, вот знаешь, между струйками, между каплями так прошмыгнуть, раз, и не замочиться, и, как говорится, и рыбку съесть, и к Миниханову сесть. Но такое не получается. Вот что в этом случае нужно делать? Я думаю,
провидение, история сами сделают то, что нужно сделать, Руслан Бей. Но я хочу сказать одно, что московская власть, она целенаправленно внушает татарам, башкортам там, и другим тюркским и мусульманским народам России, что якобы от ее ненависть к исламу и нашим ценностям, к нашим национальным каким-то традициям и к религии нашей, к дину, якобы она не касается нас, исконных граждан России по рождению, а якобы направлена на то, чтобы бороться там с каким-то там ближневосточным арабским терроризмом или с мигрантами, которые прибывают в Россию работать из Центральной Азии, там Узбекистана и так далее, там из стран Центральной Азии, из Кавказья, Азербайджан. И постоянно вот как бы проводят такую линию, и пропагандисты, и всякие боты в чатах, что якобы вот вы татары хорошие, вы уже русские, а на самом деле вот мы не против вас, мы против, говорит, вот этих вот понаехавших мигрантов, как они говорят. И проблема в том, что в силу размягчения мозгов у наших соотечественников, многие на это ведутся и в это верят. Но по сути дела, в кулуарах эти идеологи русского нацизма, русского фашизма, они фактически говорят о том, что для нас что мигранты центральные азиатские, кавказские, что вы татары, башкиры, там чеченцы, дагестанцы, вы для нас все одно и то же, и мы вас всех одинаково ненавидим. И это действительно так. И я слышал разговоры, скажем так, не самых высокопоставленных политологов, идеологов этого русского нацизма, но так приходилось, что в какое-то время там, работая в Москве, в некоторых кулуарах я слышал такие разговоры, что действительно они так считают. И поэтому вот эта вот вакцина противоядия от этой толерантности татарам должна быть дана, я думаю, на ежедневной основе, в том числе цель нашего канала, задача нашей организации в том, чтобы прививать, вакцинировать и давать противоядие нашим соплеменникам от этого такого сладкого яда, который в них вливают пропагандисты и идеологи, политологи вот этого русского нацизма. Потому что это не более чем известный много-много-много времени принцип «разделяй и властвуй». Сначала они сожрут центральноазиатов и закавказцев, скажем так, а потом они примутся. Ну что говорить, примутся, они уже принялись. За нас, за татар, башкир, за дагестанцев, чеченцев и других наших собратьев по несчастью, так скажем. Находиться в противостоянии, в конфронтации с этой гнилой насквозь, но при этом пока еще сильной по отношению к безоружным гражданам московской власти. Именно, ты здесь подчеркнул особым образом, что одна из наших задач – это формирование, трансляция дискурса свободы, дискурса сопротивления, дискурса борьбы. Да, она может быть разными, мы здесь согласны. И культурный фронт, да, так называемый культуркампф, пожалуйста, культурная война, идеологическая, политическая и, собственно, вооруженная, идеологическая. Она тоже должна существовать. В конечном итоге экономическая, потому что экономически тоже очень многие аспекты. Потому как, смотрите, экономически ведь они нас душат. Ну, вы знаете, когда я жил в Казани и много участвовал, в общем, активно мы присутствовали в общественно-политическом поле и много раз, вот общаясь с нашими нынешними элитариями, так называемыми, мне приходилось слышать одно и то же. Ну, вот там критикуете, но ведь... Понимаете, если от нас отберут Татнефть, ничего не останется. Это основа суверенитета. Да, я соглашаюсь, что это основа суверенитета экономическая. Но, Екатерина, не все только к этому сводится. Если мы будем слабы политически, экономически нас задавит, естественно. Если мы будем политически сильны, никто у вас ничего не отберет. Это же тоже очевидно, как дважды два.
Посмотри, как разгромили в соседнем Башкортостане клан Рахимова и забрали Башнефть. Башнефть по капитализации с его нефтеперерабатывающими заводами, он же по капитализации был крупнее, чем Татнефть. А сейчас Башкортостан является дотационным регионом. То есть вот так вот довели до такого состояния. Сейчас Башкортостан вынужден жить в полупроголодь. А все это потому, что вот политически мы несем серьезные потери. И поэтому, раз мы неплохо торгуем, взаимодействуем, ведем экономическую жизнь, но при этом забываем про политический суверенитет, в этом случае от экономического суверенитета тоже ничего не останется. Но рожки да ножки. И вот ты сказал про Союз писателей Татарстана. В свое время меня предлагали в него вступить. Объясняли это следующим образом. Ну, там корочка, не корочка, там будешь болеть, какие-то санатории дадут, но умрешь, за государь за их счет еще и похоронят. Ну, например, такое обосновывание было. Я считал, что, в общем, я не совсем писатель в этом смысле. Чукча не писатель, Чукча читатель, но мы гордились. Я работал в этом здании, где Союз писателей Татарстана, это нынешняя улица Мыштари Урама. Такой очень красивый особняк, там Тукай-клубы. В общем, это такая вот центр такой сборки был татарской интеллигенции писательской. Я тогда работал редактором журнала «Идель». Старейший татарский журнал, он до сих пор выходит. Но и это место очень близко мне. И Раил Зайдуллаблян, это нынешний глава Союза писателей, мы работали в одной редакции вместе. И что могу сказать? Человек, он патриотичный, талантливый, бесспорно. Очень талантливый. Но, знаешь, его посадили в это место, он постепенно стал таять. Это тоже, я ему прямо в глаза говорю. Архайль Абзай, ты как бы стал меняться. Он радикальный был вообще, мужик, на голодовку выходил. Туксан Бренчили, Туксан и Кенчил, да. Только его прогнали оттуда, с голодовки, когда Феозия по Байраму голодовал, говорит, слишком, он грузный такой был. Если увидят, что ты, значит, не худеешь, потому что худеть-то ты будешь долго, он же большой, значит, не очень хорошо будет это выглядеть. Ну, это, так сказать, в качестве юмора. Ну, так вот, и ему там дали машину, и 5-й, 10-й, в общем, там целый штат работает. Но ведь его задача была в чем? Чтобы Союз писателей Татарстана сохранял вот ту самую, ну, хотя бы художественную, культурную автономность. Потому что, ну, прямо скажем, 97-95% членов Союза писателей – это татары. Это, в общем, татарский институт, прямо скажем. Ну, татары одни из самых таких вот пишущих, скажем, народов, да. Вообще Татарстан даже в советское время был один из лидеров по вот, нашриету, ну, как это, выпуску книг, да, изданиям и так далее. В Российской Федерации вообще на втором месте, понятно, после Московии. Но и это не смогли отстоять. И теперь Мединский – это человек, которого я цитировал вам, дорогие друзья. Что он сказал про татар? И он сейчас будет ими управлять. Можете представить, что из этого выйдет? Понятно, что можно и дальше как бы вот голову пеплом посыпать, но я это говорю к тому, что мы должны стать самостоятельными, автономными, отойдя от этого. То есть создавать собственные структуры, институции, вот как мы это сделали, да, и в рамках Масалян, Татар Шураса и так далее. И вас же призываем. Не обязательно это, вот, об этом кричать, говорить, потому что в России, как вы понимаете, это чревато. Но мы должны объединяться такими каплями. То есть вот уважаемый Булатбей сказал, что Татарстан теряет свои полномочия, и Миниханов, по сути говоря, уже, так сказать, находится полностью в поминовении и подчинении Москвы. Но это не говорит о том, что суверенитет наш БТ. Нет. Это лишь говорит о том, что мы должны этот суверенитет взять в свои руки. Мы носители воли, суверенные татарского народа Татарстана, и, соответственно, мы вот должны перетянуть и у себя его центрировать. То есть мы, вот каждый из нас, кто смотрит, кто переживает, кто какой-то непосильный вклад вносит, и есть частица этого суверенитета. Если есть такие люди, если есть эти патриоты, значит суверенитет не закончится, быть мячом. Нет, мы его соберем, как говорится, из капли собирается река, а реки впадают в океан. Вот так это существует. Мы не должны только быть нацеленными на наших, как говорят у татар, хужаларга.
Нет, алар бізге хужалар түгел. Нет, они менеджеры, которые возомнили себя небожителями. Но мы должны вернуть власть народу. Пожалуйста, Владимир. Я абсолютно согласен, что, по сути, носителем политической воли и суверенитета является татарский народ. И никакое ни правительство Татарстана, ни менеджер, как ты правильно сказал, фактически назначенный Москвой, как будто бы избранный жителями Татарстана. Мы – это политические носители субъекта, такие, скажем так, составляющие политического субъекта. И я вот что здесь считаю важным подчеркнуть, когда фактически татары, живущие в Татарстане и вообще в любом другом субъекте Российской Федерации, на сегодняшний день находятся в тисках репрессивного режима, то есть фактически они не могут никак действовать. Потому что любой татарин, который себе позволит такое же высказывание, которое себе позволяет Мединский только в отношении русских, сразу же получит 10-летний, а может 20-летний срок в российской и в русской тюрьме, так скажем, по экстремистским и террористическим статьям. И вот в то время, когда татары, живущие в Татарстане и в России, находятся в заложниках фактически, а это действительно так, причем в заложниках как путинского режима, так и в случае татар, живущих в Татарстане, являются заложниками еще и татарстанской власти, то есть они находятся в двойном, так скажем, заложничестве, если можно так это назвать. Вот в этот период, я считаю, моральная и духовная, какая угодно ответственность по сохранению суверенитета, воли татарского народа ложится на плечи тех татар, которые являются на сегодняшний день свободными. То есть поэтому, я считаю, некоторую такую легитимацию, да, придает в том числе нашей организации Татар Шураса именно тот факт, что этот институт организован именно свободными татарами, не действующими, так скажем, от имени путинской власти или от имени минихановской власти, что суть на сегодняшний день одно и то же, да, надо признать, что Миниханов это всего лишь ветка Путина, некоторые, так если образно сравнивать это с деревом и с ветками. Вот как бы вот такой момент. Потом вот я хочу остановиться на одной частности, если позволишь, Руслан Бей. На днях буквально была новость, что Духовное управление мусульман, я так понимаю, это имеется в виду управление Гайнуддина. Это верно? Да. Или я... Да, Равиля Гайнуддина. Оказывается, недавно была издана фетва о том, что вот мусульмане, которые работают курьерами в службах доставки, им, скажем так, не рекомендуется перевозить свинину, алкоголь и другую харамную продукцию. Ну, понятно же, что Духовное управление мусульман является государственным органом. Поэтому, по большому счету, все эти фетвы являются для мусульман, ну, если с такой юридической, правовой точки зрения это рассматривать, некой рекомендацией, а не запретом в юридическом смысле слова. То есть, если ты считаешь себя мусульманином, хочешь исповедовать свою религию, то ты фактически как бы можешь прислушаться, да, к этой фетве. Тем более Духовное управление мусульман не является для нас, у нас в исламе же нет этих попов, священников, скажем. То есть они не являются нам указом, но в том числе, ну, в то же время я вот считаю, как бы с такой юридической правовой точки зрения, это, наверное, в какой-то мере рекомендация. Рекомендательный характер, да. Рекомендательный характер носит, да. Спасибо. Так и есть, Шулай. И получается, что глава, так называемый глава, я не могу сказать, его не могу назвать главой, именно так называемый глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обрушился с критикой на эту фетву, на Духовное управление мусульман России Гайнуддина, Равиля Гайнуддина, что якобы эта фетва нарушает аж целых 5 статей Российской Конституции, в том числе принцип светскости российского государства и якобы разжигает межрелигиозную рознь. То есть получается, что слова
Мединского о поганых татарах, сжигают межрелигиозную или межнациональную рознь. Тот факт, что в каждом российском вузе, университете, академии, институте работает священник Русской Православной Церкви на должности доцента или профессора, получает зарплату из госбюджетных средств, из наших с вами налогов, которые платят те же мусульмане, татары, башкиры, чеченцы, дагестанцы, карачаевцы там, и так далее, и так далее, и так далее. Это не является нарушением светскости российского государства. То, что при каждом университете, в Саратове, в Самаре, в Москве, в других городах России, в Новосибирске построена церковь, и там работает священник, который опять-таки получает зарплату из университетских, то есть из госбюджета, то есть из наших с вами денег. Это не является нарушением принципа светскости российского государства. Когда Духовное управление мусульман советует мусульманам не возить свинину и алкоголь, это, оказывается, разжигает межрелигиозную рознь и нарушает светскость российского государства. Что это такое? По сути, это прямой, скажем так, сигнал, что вы, татары, башкиры, мусульмане России, вы не люди, ваши права не имеют никакого значения, вы не имеете права следовать своей религии, своим каким-то национальным кодексам, традициям национальным, и что единственной разрешенной государственной религией в Российской Федерации, так называемой, является православие в том варианте, который ее транслирует Русская Православная Церковь под руководством патриарха Гундяева. Что это? Как акт прямого неуважения и объявления второсортности татар и всех наших собратьев по религии, по дину, по несчастью, по этническому родству, так скажем. Что вот после этих новостей, а это как бы доступно, в общем, на любом СМИ, в интернете, кто пользуется VPN и читает независимые медиа, он может видеть все эти новости. Это должно заставить наших соплеменников проснуться. Потому что следующим этапом, я более чем уверен, они объявят, что ты не ешь свинину, значит ты террорист, экстремист. Иди в церковь, крестись, там поставь подпись и запиши свои паспортные данные, номер телефона, ИНН и так далее. Иначе ты войдешь в список неблагонадежных, которых будут в первую очередь отправлять на войну, умирать за Путина. И, по сути, это есть акт, то, что нас объявили фактически официально бесправными, второсортными людьми. Я извиняюсь за излишнюю эмоциональность, но о таких вещах без эмоций трудно говорить, Руслан Бей. Потому что это, я считаю, плевок в наш адрес. Это плевок. Со стороны Москвы. Это плевок. И однозначно, так как алкоголь и свинина являются, как ты понимаешь, духовными скрепами государственно-образующего народа, соответственно, это удар по скрепам, конечно. Поэтому они так заверещали, поэтому сопли наполнились гелием, не только Геличем Александром, и начали, так сказать, хлопаться и хлопаться и хлопаться. Еще бы. Такой удар, что называется, от классика, как говорил Остап Бендер, да. Удар от классика был сильнейший. Ну как же так? Ты еще там скажи, что мусульмане не должны водку пить, там еще что-то. Ах ты, негодяй, это же с этого начинается. Не то, что с этого начинается. Я абсолютно с тобой согласен, потому что бы мы сейчас ни делали, вот что бы мы ни делали, мы враги уже по факту. А то, что они беснуются, эти церковники, что только не говорят, что только не воображают, как ты верно отметил, они работают везде и все, они благословляют ракеты на войну, значит, убивать своих собратьев, своих же. Куда-то они забыли про свою заповедь христианскую: не убей, не возжелай, имущества мало, ну, мало, в смысле, имущества, да, соседа своего, ближнего своего, жену ближнего своего. Что, они этого придерживаются, что ли? Нет, куда они лезут своим поганым красным носом в наши дела? А так и будет в наши дела лезть, потому что горе проигравшим.
Горе проигравшим, от этого уже никуда не денешься. Если ты проиграл, соответственно, находясь в состоянии полураба, будь готов, что с тобой так и будут относиться. Что с тобой так и будут... Ты помнишь известное произведение «Мцыри»? «Мцыри». А Мцыри же, знаешь, чеченский мальчик был. И вот как он запротестовал, как он, ну, скажем, как в нем проснулось подлинное, что он мусульманин, что он в войнах, да, и как он начал вот сопротивляться. Ну, это же хороший образ. Украденный ребенок, то есть это украденный народ, у которого пытались отнять веру, его идентичность, его язык, но все равно он проснулся, и вот это в нем внутреннее сопротивление, оно в конечном итоге пробудило его, поэтому мы и говорим: татар уян, татар пробудись, в конце концов, хватит спать. Ведь Казан Муртасында, в центре Казани, пожалуйста, Кремль, Кермян, ну, этот собор, где икона Казанской Божьей Матери хранится. Известно, он стоит на основе Жамик мечети, Жамик мечети. Ханская мечеть там была. То есть она стоит на вот его фундаменте. Попробуй слово скажи про это, тебя уничтожат. В Булгарах то же самое, церковь стоит на фундаменте мечети, или там это видно, ну сейчас не знаю, соответственно, я несколько лет не был, там видно, что эти надгробные камни, которые украдены с кабристанов, да, с кладбищ, и там видно, это древние записи, то есть такой-то, такой-то, еще арабицей прописано, Фалян Касим такой-то, такой-то жил там 1400, например, в каком-то году. Это же тоже, понимаешь, акт агрессии, сильнейшей агрессии. То есть нам запрещали в советское время изучать нашу историю. Чуть-чуть небольшой период, 90-е годы. Почему такой интерес? Почему татары так ринулись изучать? Потому что они хотят, это внутреннее чаяние. Сейчас опять нельзя. Сейчас опять книги эти запрещены, то запрещено. Сейчас только, как говорится, ein Volk, ein Reich und ein Volk. То есть один вождь, один народ и одна вера, одно государство. Посему, да, пожалуйста, Владимир. Извини, что перебиваю, если позволишь, Русланбей. Я с твоим словам и вот тому, что сказал об одном вожде и привел пример из классики, так скажем, я хочу в новое время, да, в современность вернуться снова и отметить вот какой вариант. Фактически же, понимаете, наши дорогие слушатели, я зрители, слушатели, подписчики, я считаю как, и на самом деле это не мое субъективное мнение, это действительно много тому подтверждений тому, что это действительно так. Фактически Россия сейчас управляется даже не русскими нацистами, а некой такой сектой, которая по большому счету как будто бы временами собирается строить православную монархию, причем православие это исключительно в понимании патриархата Гундяева, ни в каком другом смысле. И, естественно, заимствуют совершенно разные другие концепции, теории и так далее для какой-то идеологической обработки и поддержки, так скажем, своей идеологемы. Да? Хотя фактически они такой вот цельной идеологии, не противоречивой, они не имеют. Но я просто хочу к словам об одном вожде сказать, что и к своей предыдущей информации, что практически в каждом университете, российском университете, сидит священник. Он же там работает в местной церкви, университетской церкви, и, как правило, им дают ставку на кафедре какой-нибудь там философии, они занимают должность доцента или профессора. И вот я недавно совершенно наткнулся на такой интересный пример, когда в одном из вузов Самары, а Самара фактически это земля тюрок, да, исконно, до того, как туда пришли завоеватели, русские завоеватели, в одном из самарских вузов есть, скажем так, как положено в путинской России, церковь,
гардероб снесли и сделали вместо студенческого гардероба церковь, да, что самое интересное. Теперь студенты, к сожалению, должны ходить в куртках по стенам, по коридорам и аудиториям университета. И вот священник этой университетской церкви по совместительству является доцентом кафедры философии этого же вуза, не являясь при этом даже кандидатом наук. То есть по формальным требованиям он с высшим образованием, он не имеет степени кандидата наук, он не может работать доцентом. Но он работает на должности доцента на кафедре философии, называет местного ректора «Ваше превосходительство». То есть фактически вот, да, модель такой православной монархии, почему ректор является вашим превосходительством, большой вопрос, да. И параллельно вот этот товарищ поп, священник, он же химик-технолог и еще и выпускник какой-то там епархии и прочего, ведет свой телеграм-канал, в котором он открыто, во-первых, называет Россию православной страной, это раз. То есть они нас вообще за людей не считают, дорогие наши слушатели, подписчики, зрители. То есть татар, башкир, чеченцев, дагестанцев в России в принципе нет. По их убеждению, Россия – это православная страна. А во-вторых, критикуя якобы вот это вот ограничение по поиску экстремистских материалов в интернете, он фактически сознается о том, что местные спецслужбы, ФСБшники, попросили его составить цикл лекций для спецслужбистов об исламском экстремизме. Вопрос возникает, какую компетенцию вообще, откуда уровень там экспертизы, я не знаю, это вообще не сфера его экспертизы, этого попа читать лекции ФСБшникам об исламском экстремизме. Ну, это вот если бы мне кто-то рассказал там 25 лет назад, что такое будет в Самарской области, в Самаре, в России, я бы не поверил, я подумал бы, что это... Ну, это как какой-то, я не знаю, дешевый треп, да, или выдумка, утопия, там, так скажем. Но это правда, это реальность, да, я видел это и читал это, и исследовал этот вопрос собственными глазами. Вот в такой реальности мы живем. В православной стране, где мусульманам, коренным жителям России, татары, башкорты, чеченцы, карачаевцы, дагестанцы являются коренным населением этих земель. То есть они украли у нас наш дом, навязывают нам свою религию, свои порядки, называют наши земли православными и еще пишут доносы в спецслужбе о нашей религии. Вот в каком положении мы находимся. И опять-таки это должно быть, по моему глубочайшему убеждению, некоторым таким стимулом для того, чтобы наши соотечественники, наши соплеменники проснулись, и чтобы их... у кого-то, может быть, разжиженные мозги, в общем, твердое состояние, более в упруго твердое состояние перешли из разжиженного, так скажем, мозги. Ну, если так метафорично, образно выражаться. Вот мое мнение. Извини, что перебил, Руслан. Спасибо. Спасибо, Булатбей. Важная тема, собственно, одна из, таких составляющих аспекта, связанного с пробуждением, является, конечно, прежде всего, в татарском есть такое понятие фаш-иту. Не от слова фашизм, а разоблачение. Вот Баларну фаш и таргекерек, их надо разоблачать, чтобы все видели их истинное лицо. И дело даже не в том, что показать, чтобы это вошло вовнутрь их. Потому что, ведь человек может читать как? Он может глазами читать просто. Я помню, учился, и бывало такое, да, думаешь, вот сейчас я глазами пробегусь, и все нормально, у меня где-то там для экзамена это у меня отложится. Оказалось, что нет, этого недостаточно, потому что нужно было разумом прочитать, сердцем прочитать, не только глазами. И вот наши люди, они должны понять, что разоблачение – это не только, когда ты видишь некую картинку, и этого достаточно. Нет, ты должен это все разворошить, на части разложить и понять, что по-другому больше уже ты с этим жить не сможешь. С этим фактом ты больше жить не сможешь спокойно.
Ведь многие говорят как? Мы не хотим, что называется, слышать правду, потому что с этой правдой придется жить. Ты не сможешь спать нормально, ты не сможешь веселиться, да, ты будешь жить с ощущением того, что вот эта заноза, она здесь сидит с тобой. Ну, как и известное произведение Чака Паланика «Бойцовский клуб». Ну, ты уже все познал, эту тайну, и эта тайна будет навсегда с тобой в качестве занозы. Поэтому большинство людей, они конформистски, не хотят ничего знать, говорят, что наша хата с краю, ничего не знаю, но они бы, может, так и жили на самом деле. Может, эта стратегия и приносила им до какого-то периода, до какого-то момента блага или спокойствия, или стабильность. Но когда началась война, когда стали забирать, помнишь, они как говорили, ну ладно, там это забирают, цены повышают, язык там давит, это запрещает, ну лишь бы не было войны. Вот спокойно же, ну вот войны бы не было. Ах, тут война пришла, мобилизацию объявили, и теперь уже этот довод не, что называется, не рабочий, ты не можешь его применять, лишь бы не было войны. Как все уже, твоих детей, все у тебя отобрали. Осталось только вот забрать твоих людей, чтобы ты умирал за Путина. Ну куда дальше? Или надо уходить в внутреннюю миграцию, или нужно объединяться и действительно вспоминать. То есть вот, пробуждать этот татар-рухан, пробуждать подлинного человека, татарина внутри. Иного выхода нет. Не получится вот отсидеться, как в прошлые разы. Это я постоянно повторяю всем тем, кто считает, что мы очень хитрые, мы там всех объегорим. Да чего вы не объегорите, Гитлера, козла? Никого не объегорите. Или нас бросят в топку и сожгут, что называется. Или мы будем сопротивляться, упираться, ну, по крайней мере. Вот татар говорит, я в шайтим и бар. Есть хорошая поговорка у татар, да? Я-то қалғанша атып ал. То есть перед тем, как упасть, хотя бы выстрели. Все равно, что ты падаешь, все равно умираешь. Ну, сделай хотя бы что-нибудь. В этом смысле нужно, я думаю, до людей доносить, что подлинный человек тот, кто сопротивляется. В конечном итоге, как сказал Камю, что один из столпов экзистенциализма, пробуждение бунта означает и пробуждение сознания. Ты бунтуешь против лжи, против этой несправедливости, это и есть твое сознание. А пока ты против этого не бунтуешь, значит, ты спишь. Значит, синен ан-юг. Никакого сознания у тебя нет. И ты просто, я уж извините, скажу хайван. Потому что хайван ведь тоже живет он своими физиологическими потребностями. Ну да, наши физиологические потребности связаны с социальной жизнью. Но суть от этого не меняется. От того, что хайван ездит на Феррари, а не в маршрутном такси, это не говорит о том, что он очень крутой. Он говорит о том, что он просто повысил свой статус в этом хайванстве, не более того. А то, что у тебя вот уничтожает целый пласт твоей культуры, за то, что твои предки за это умирали, были шахидами, что ты вот дожил до этого момента мусульманином, у тебя есть язык и все остальное, это благодаря им, то, что они складывали себя штабелями в качестве жертв, Курбан Буларак, это его не волнует. Он думает, ему вот все так с неба упало из-за того, что он такой прекрасный и красивый. Ничего подобного. И это отнимут, и потом еще будут тебя распинать на костре во время крестного хода. Да, это, Руслан Бей, если позволишь, я прям вот буквально ремарку свою тоже выскажу. Небольшое мое разумение, да, на этот счет. Проблема в том, что мы вошли в такое историческое время, что не удастся уже, ты совершенно прав, вот там Ятып Каларга, там, я не знаю, как-то там похитрить, перехитрить, через какие-то там щели проникнуть и так далее. Потому что люди, которые руководят в Москве, не надо воспринимать их тоже, да, за идиотов. Они тоже имеют экспертов, умных экспертов, которые все просчитывают, в том числе и посредством гуманитарной науки, там, гуманитарного анализа, в том числе сейчас уже подключают очень сильно и математическое моделирование, и искусственный интеллект, и нейросети для того, чтобы моделировать вообще поведение людей
для того, чтобы потом, опять-таки, следить за людьми, все напичкивают этими камерами и так далее. То есть мы же идем, по сути дела, к такому цифровому тотальному тоталитаризму. Да? Ну, фактически надо признать, что мы к нему уже пришли. Он только будет ужесточаться, ужесточаться, ужесточаться. И поэтому никому не удастся пересидеть даже на протяжении жизни, так скажем. Тут проблема может быть порой в другом, что касается там татар, башкортов, ну и других наших собратьев, да, по несчастью, что в силу такого дикого российского капитализма и расслоения социального, колоссального социального расслоения, пока вот эта вот даже война против Украины, она касается в основном людей с низким достатком, да, бедных, да, необеспеченных людей. То есть богатенькие, они пока как бы не задет всем происходящим. Но не нужно думать, что их это обойдет, уничтожив, скажем так, низшую социальную базу, да, но я ни в плохом смысле, я просто как бы говорю, неимущих, класс неимущих, так скажем, они уничтожат и вас, и богачей, так скажем. Они и вас уничтожат. И, может, сделают это даже еще более извращенно, нежели просто отправкой на войну против Украины. Может, вы потеряете свое достоинство, свою честь там и все что угодно. Нужно это понимать. Мы прекрасно видим, да, те зверства, которые Россия творит против Украины, как она бомбит мирные города, жилые дома, убивает там детей, стариков, там люди, которые пережили, я извиняюсь, Вторую мировую войну, были убиты путинскими ракетами на территории Украины. Это вообще как бы уму непостижимо. Но проблема-то в чем? Что эта власть, эта русская нацистская власть, она ненавидит нас, инородцев, татар, башкортов, еще больше, чем она ненавидит Украину, по большому счету. И если мы откажемся от сопротивления этой русско-нацистской власти, они поступят с нами еще более жестоко, нежели с украинцами, так скажем. Мы просто потеряем свой дух, свое лицо, свою, в принципе, идентичность. Поэтому, кроме сопротивления, нет другого пути. И еще раз я подчеркиваю, наверное, уже в завершение, да, Русланбей, нашего сегодняшнего разговора, то, что эта организация, наша организация, которая создана инициативной группой свободных татар, Татар Шураса, Совет Татар или Татар Council, имеет целью как раз-таки, еще раз подчеркну, освобождение татарской нации из-под власти русско-нацистского режима. И я всех призываю, Русланбей, ты сделаешь, наверное, анонс, да, что на днях будет конференция. Вот скажи, а так, я думаю, мы хорошо обсудили происходящее на сегодняшний день. Спасибо. Да, Рахмат Булатбей, еще раз мы повторим, что 12 октября в 13 часов по казанскому времени, в 12 часов по центральноевропейскому, Берлин, состоится конференция, она посвящена Дню памяти татарского народа, Хатыркина. В этот день Казань была взята войсками Ивана Грозного. Ну, мы обсудим исторические аспекты, современность, историю, образование, экология. В Латбе там свой доклад, то есть там несколько, у нас 8-9 докладчиков, будет и представитель Соединенных Штатов, то есть и на русском, и на татарском. Очень многосторонний формат, и мы, иншаллах, планируем каждый год такое чтение, будем проводить чтение, будем, возможно, издавать сборники по этому поводу. Но это одно из направлений нашей деятельности. И, соответственно, вас тоже призываем подключиться, смотреть, писать нам, может, кто-то захочет доклад свой опубликовать, пожалуйста, мы только за. Так что наша задача объединяться и не разъединяться. Это главное и стратегическое, то, что мы должны сделать. Бекзор рахмат сізге, дуслар. Исән сау булыгыз, имин булыгыз, бірге булык, бірдәм булык. Спасибо вам большое. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.